Это уже 8-й тренинг, который проходит в рамках проекта «Крик улиц». Проект состоит из нескольких этапов. Один из них — лекция по стрит-арту, в котором художник Маяна Цвижба и специалист в области урбанистики Яна Бжания рассказывают участникам об основных направлениях и техниках в этом виде искусства, знакомят с известными стрит-арт-художниками и рассказывают о том, как и где наносить рисунки, чтобы они не превратились в вандализм. У нас в Абхазии о стрит-арте не так много знают, и он у нас не так распространен. То есть то, что есть у нас, это обычно негативная реакция, что вот парень или девушка с баллончиком хотят нанести ущерб, вред тому или иному зданию. Когда мы им рассказываем о том, что этот вид искусства не про то, чтобы навредить какому-то объекту, да, достопримечательности, а о том, что это можно подать, продумать. Это может быть социальная проблема, это может быть просто красивая композиция. Когда мы уже рассказываем и раскладываем, что нет, мы можем сделать это вот таким образом или другим образом, то есть есть очень много путей, то для них это становится интересным, и они уже по-другому смотрят на свое городское пространство, они начинают по-другому к нему относиться. Участники проекта, а это 9 творческих групп из каждого города, в течение 2-3 недель должны создать макеты стрит-арт изображений. 11 из них отберет экспертная комиссия, в составе которой будут профессиональные художники. Последний этап — это нанесение изображения. Своими изображениями мы хотим вложить в них социальный подтекст, рассказать о том, что важно нам. Мы хотим, чтобы нас увидели и услышали. Иногда наши слова не воспринимаются, поэтому мы решили, что формат изображений будет актуален именно у нас. Мы выбираем площадки вместе с нашими партнерами. Мы отправили официальные письма всем администрациям. Многие с одобрением приняли и решили поддержать нас даже в том, что они сами выделяют нам пространство, где мы можем работать. Они консультируются с нами и активно участвуют в отборе макетов. Поэтому это очень интересный проект, он нам очень нравится, и в дальнейшем, я думаю, у него будет хорошее продолжение. Стрит-арт в переводе с английского означает «уличное искусство». Это направление в современном изобразительном искусстве. Его отличительная особенность — ярко выраженный урбанистический характер. Под этим направлением подразумеваются настенные рисунки, изображения в общественных местах и на различных объектах, уличные инсталляции и многое другое. Основная масса участников проекта — это люди, связанные с изобразительным искусством. По их словам, подобное направление для них нечто новое и интересное. Само вот это использование какого-то пространства, не только там, допустим, какие-то проекты, которые можно сделать там в помещении каком-то, а именно как использовать сам город. Эта тема для меня была очень всегда как-то интересна, и много таких интересных нюансов, которые я для себя вынесла. Поначалу и сами участники проекта относились к стрит-арту скептически, опасаясь, что осуществление изображения на серых и неприметных объектах в городе будет воспринято обществом негативно. Есть какие-то рамки стереотипные, по которым мы мыслим, пока не знаем какую-то. Это стереотипы обычно появляются из-за недостатка информации, вот у них то же самое. И они все равно думают, это граффити, это вред, это плохо, где мы можем это сделать с учетом нашей архитектуры. А у нас такого больше 18-19 век, да, все, памятники архитектуры вокруг. А если делать стрит-арт, это больше что-то современное, как им кажется. Но мы именно здесь показываем им, что нет, есть стрит-арт красивый, и он есть подходящий к нашему обществу тоже, к нашей архитектуре. И тогда я вижу интерес, и им это нравится. Руководители проекта «Крик улиц» отметили, что уличное искусство можно применить для популяризации городов и районов. Используя яркие краски, авторы стрит-арта могут создать положительную атмосферу, что привлечет немало туристов. Проект «Крик улиц» осуществляет общественная организация «Амч» при поддержке ПРООН. Саиджар Салия, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.